9 мая готовимся встретить по-новому. Несмотря на ограничения, размах одного из самых главных событий в стране ничуть не преуменьшен. Парад будут транслировать, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, а пока акции. В преддверии Дня Победы тысячи человек со всей России присоединяются к празднованию. Как именно, знает Виктория Денисова. По символу каждому. В преддверии Дня Победы волонтеры раздают георгиевские ленточки. Только в Коми их уже получили свыше 1000 человек. На сей раз организаторы пообещали наверстать упущенное, ведь в прошлом году от массовой раздачи лент пришлось отказаться. К слову, участием в предпраздничных событиях можно и помощь оказать. Более 5 лет по всей России действует акция «Красная гвоздика». Присоединиться просто. Достаточно пожертвовать любую сумму. Сделать это можно через волонтеров, крупные сетевые магазины и даже через сайт. Взамен за помощь участник получает значок в виде гвоздики. В 2019-м силами неравнодушных жителей республики удалось собрать 200 тысяч рублей. Благодаря этому помощь получили 26 ветеранов из Коми. Помощь, она оказывается, в частности, медицинская. Это высокотехнологическая помощь, это слуховые аппараты, ортопедические матрасы. То есть те дорогостоящие лекарства, которые не хватает ветеранам. И все эти средства направляются на покупку этих необходимых средств и техники. Кто в Смоленскую область отправился, а кто в Новгородский район. Речь о вахтах памяти. Волонтеры из года в год ведут поиски тех, кто пропал без вести в годы Великой Отечественной. Работают с документами, выходят в поля, делают все для того, чтобы никто не остался забытым. За 8 лет существования акции добровольцы со всей страны нашли останки более чем 170 тысяч солдат и офицеров. У нас проходит перед вахтой памяти так называемый инструктивный лагерь-семинар. То есть мы собираем новичков и рассказываем им о том, что им предстоит делать, знакомим с техникой безопасности, с оказанием первой медицинской помощи. То есть целый комплекс лекций и практических занятий, которые им пригодятся в лесу. Вот. А школа поисковика – это уже такая более широкая, скажем так, программа, где можно будет ребятам просто с этим познакомиться, а уже потом понять, пойдут они в эту сферу или не пойдут. По традиции ждет нас и «Бессмертный полк». Впрочем, на сей раз реального шествия, как и в прошлом году, не будет, пока не позволяет эпидемиологическая ситуация. А потому все в режиме онлайн. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции до 7 мая. Тогда же придет уведомление со временем прохождения именно вашего героя. Во всех регионах свое время трансляции, чтобы жители каждого субъекта смогли увидеть своих земляков. На сегодня в Коми насчитывают более 1700 заявок. Онлайн-шествие начнется 9 мая в 15:00. Увидеть его можно будет и на нашем телеканале. Регистрируйтесь онлайн на сайте polkrf.ru или в приложениях. Достаточно заполнить анкету и загрузить фотографию своего героя. Телефон горячей линии 8 800 20 1945 0. Герои живы, пока мы их помним. Да будет субботник! Накануне Дня Победы 8 мая жителям Коми предлагают вооружиться пакетами, перчатками, а вместе с тем и хорошим настроением и привести в порядок мемориалы и знаковые места. Между тем, к празднику в Коми начали готовиться заранее. В одном только Сыктывкаре отремонтируют 7 объектов. С 20 апреля у нас идет мелкий ремонт как раз памятников. Это у нас 7 объектов основных, в том числе «Вечный огонь», памятник Малышеву, памятник Плеснину. Будут заменены буквы, например, на памятника Плеснину, установлены скамейки, урны. Будет ремонт тротуарной плитки, ремонт лестниц. Также будут приведены в порядок мемориальные плиты. Поучаствовать в праздничных событиях можно, не выходя из дома. Второй год в стране действует акция «Окна Победы». В ход можно пустить краски, бумагу и, самое главное, фантазию. А там, глядишь, и птицы, и цветы, и ленты будут. Вся многогранность символики украсит окна. Готовую работу необходимо сфотографировать и выложить в соцсети с хэштегом. Вот и все условия. Примечательно, что такую идею навеяла не пандемия. Самоизоляция сделала свое дело.
Не только поздравлять, но и делиться подвигами своих близких можно тем же способом. Для этого активисты запустили акцию «История Победы». Воспоминания ветеранов, рассказы их детей и внуков о войне также можно разместить в сети. А прочувствовать связь времен и поколений поможет «Зеркало истории». Оно призвано связать прошлое и настоящее. Для участия нужно сделать коллаж и объединить в нем современные фотографии и кадры времен Великой Отечественной, сделанные в одном и том же месте в разное время. Но количество интернет-флешмобов этим не ограничивается. Присоединиться к поздравлению ветеранов можно и иными способами. К примеру, написать письмо. Таким образом, отблагодарить и выразить признательность тем, кто вложил вклад в общее дело, можно через сайт движения «Волонтеры Победы». Готовый бланк необходимо направить на электронную почту. Разместить текст можно и на страницах в социальных сетях. Что же до самого 9 мая? В этот день событий предстоит не меньше. Начнется программа с возложения цветов у знаковых мест. Отдать дань памяти можно в любое время. Далее выставки, кинопоказы, онлайн-концерты и, конечно же, праздничный салют. На площадке в сквере за памятником Ленину пройдет акция «Узнай судьбу фронтовика». Сыктывкарцы и гости столицы с помощью сотрудников библиотеки посредством интернета смогут получить информацию о судьбе воевавших родственников. Но я подчеркну, что эта акция будет проходить в наших библиотеках на протяжении всего мая месяца. Иными словами, программа предстоит насыщенная, даже несмотря на ограничительные меры. Один из главных праздников в стране отметят с тем же размахом. Виктория Денисова, телеканал «Юрган».